Приветствую вас, уважаемые подписчики моего канала. В этом видео я хочу рассказать о поездке по дороге нефтепровода Алекминск-Алдан и федеральной автомобильной дороге А-360 Лена, Томот, Нижний Бестях, Якутск. Мы отправились из Алекминска ранним августовским утром, когда природа уже окутана утренними туманами. Стоя на берегу величественной реки Лены, мы терпеливо ждали, пока мгла слегка развеется. После проверки документов нам разрешили загрузиться на паром. Переход на другой берег занял совсем немного времени, около 10 минут. Вот мы и добрались до противоположного берега реки Лены. Навстречу нам устремляются большегрузы, торопящиеся занять очередь на паром и перебраться через реку. Ближе к 9 утра рассеивается утренний туман, и появляется солнце, которое открывает перед нами великолепные пейзажи. Мы продолжаем путь и вскоре подъезжаем к первому контрольно-пропускному пункту. Дежурный сотрудник проверяет документы и проводит осмотр нашей машины. По расписанию мы должны прибыть на НПС-17 не раньше 8 часов вечера. Ну что же, да будет с нами удача, ведь впереди долгий путь, полный трудностей. Здесь отсутствует мобильная связь и заправочные станции, а значит, любая неисправность автомобиля грозит долгим ожиданием помощи от проезжающих машин, да и помощь эта вовсе не гарантирована. Хочется отметить, что в Алекминском районе отсутствует круглогодичная автодорога, связывающая район с республиканской столицей, что создает существенные ограничения для передвижения и развития экономики. Основная транспортная артерия – река Лена. Алекминчане бьются за круглогодичную дорогу не первый десяток лет, а ВОЗ и ныне там. Ну вот, первая остановка. Спустившись с трассы, сразу оказываешься в царстве диких ягод. Перед вами поле голубики, самые распространенные ягоды в Якутии, богатые витаминами и полезными веществами. Эта маленькая синяя ягода дарит незабываемый вкус и приносит огромную пользу организму. Вид вокруг непрерывно преображается. Ощущение, что ты попал в горную страну. Дорога идет вверх-вниз, сменяя крутые подъемы глубокими спусками, создавая впечатление настоящего путешествия по горам. Первый мост через речку Туолбачан. Название моста на якутском языке звучит как «маленькая Туолба», образованная от местного термина «уолба», означающего «высыхающее озеро». Приближалось время обеда, однако мы приняли решение добраться до реки Туолба. Неожиданно автоматика сообщила о неисправности. Остановившись, мы обнаружили, что камни повредили колесо. Требовался ремонт колеса. К счастью, мимо проезжал КАМАЗ, водитель которого предложил свою помощь. Мы искренне признательны ему за поддержку. Используя вынужденную остановку, я совершила небольшую прогулку по живописной тайге. Лес встретил меня молодыми кедрами, зарослями огромных маслят и чарующими черно-белыми бабочками-траурницами, знаменитыми своими эффектными крыльями. Этих красавиц нередко называют дорожными попутчиками, поскольку чаще всего их встречаешь возле окраин дорог. Я искренне радовалась такому неожиданному подарку природы. Несмотря на прохладную осень, яркие траурницы словно возвращали воспоминания о теплом лете, сидя на нагретых солнцем камнях и нежесть, раскрыв крылья навстречу последнему теплу уходящего сезона. Вон там внизу река Туолба. Начало реки находится на территории Алекминского заповедника и является правым притоком реки Лена. Эта малохоженная река
из-за непростой транспортной схемы. Попасть на Туолбу стало возможно только после строительства нефтяной трубы Восточная Сибирь, Тихий океан, которая прошла сквозь обширную якутскую тайгу. Река богата рыбой, которых и не перечесть. В ней водятся елец, карась, ленок, налим, окунь, осетр, сик, таймень, тугун, хариус, щука, ясь. Здесь нас встретила птичка-трясогузка, видимо, в ожидании чем-нибудь полакомиться. Ну а мы отдохнули и пообедали. Я накормила крошками хлеба мальков хариуса. Их присутствие свидетельствует о безупречной чистоте воды, поскольку хариус крайне чувствителен к малейшим загрязнениям окружающей среды. Пообедав и отдохнув, едем дальше. Для проезда через реку Туолба установлен понтонный мост. Мы остановились на вершине горы, откуда открывался великолепный вид на природу. Здесь проходит граница между Алекминским и Алданским районами. Кругом такая красота, переливы осенних красок, полная тишина, и мозг наслаждается покоем вдали от городской суеты. Дальше дорога идет волнообразно, периодически спускаясь вниз и вновь устремляясь вверх. По пути установлены дорожные знаки и таблички с названиями местных рек и ручьев. За очередным поворотом дороги, в зеркало заднего вида, мы заметили животное, которое сначала приняли за собаку, но вскоре поняли, это была лиса. Она бежала за нашей машиной, очевидно голодная. Остановившись, увидели лису необычного окраса. Рыжеватая шерсть украшалась двумя черными полосками. Если смотреть сверху, то виден крестообразный узор. Видимо, это лиса-крестовка. Глядя на нее, сердце сжималось от жалости, бедняга выглядела совсем истощенной. Амга – река, являющаяся левым притоком Алдана и самой длинной среди всех его притоков. Название происходит от эвенкийского слова «амга», означающего ущелье. Протяженность реки охватывает территорию 6 районов Якутии, включая Алекминский и Алданский районы. Вода здесь отличается высоким качеством и чистотой, создавая благоприятные условия для обитания множества видов рыб. Сейчас мы обязательно спустимся к реке Кионг-Юрях. Представьте себя в якутской тайге. Вы стоите на берегу живописной реки, окруженные величественными деревьями и прохладным воздухом. Легкий ветерок колышет листья, а вода журчит, перекатываясь по гладким камням. Этот звук словно мелодия, созданная природой специально для вас. Прислушайтесь внимательнее, и вы услышите шепот реки, рассказывающий истории древних времен и загадочных мест. В этот момент кажется, что весь мир замирает, позволяя насладиться гармонией и спокойствием, которыми наполнены берега Кионг-Юряха. Уже начало смеркаться, когда мы подъехали к контрольно-пропускному пункту НПС-17 Алдан. Проверив документы и пожелав нам хорошей дороги, мы едем дальше. По мере приближения к Алдану, движение на дороге становится интенсивнее, однако ее состояние оставляет желать лучшего.
Оставив позади ухабистую грунтовку, после продолжительной тряски, автомобиль плавно въезжает на ровный асфальт, создавая ощущение невесомости, будто машина вот-вот поднимется в воздух. Наконец-то спустя 12 часов непрерывной дороги впереди первая АЗС. Самое время остановиться и пополнить запасы топлива. Справа расположена железнодорожная станция «Алдан», стоящая на Амуро-Якутской магистрали. Здание вокзала совсем небольшое, двухэтажное и очень компактное. А слева предстает живописная панорама ночного Алдана. Город появился на месте золотого прииска. Пробы в этом месте оказались настолько богатыми, что артельщики решили немедленно приступить к освоению. Так, в 1923 году, в 530 километрах от Якутска, возник поселок Незаметный, который через 15 лет стал городом и получил имя Алдан. Это место исторически было заселено ивенками. Этимология этого слова в точности неизвестна. Предполагается, что оно произошло либо от тюркского слова «золото», либо от ивенкийского слова «алдун», что означает «каменистая местность». Уже поздняя ночь, и мы останавливаемся здесь же, около грузовых машин, вместе с дальнобойщиками. Наконец можно подключиться к сети интернет и просмотреть новости. Проснувшись ранним утром, в 4 часа, выпили по чашечке горячего чая и отправились дальше по маршруту в направлении Томмота. Утро выдалось прохладным, термометр замер на отметке -1 градус, а вокруг царил плотный туман. Наступил рассвет, вот и Томмот. Подъезжаем к придорожному кафе «Ника». Просторная удобная парковка. Рядом магазин запчастей. Посмотрите, как оформлено кафе, приятный интерьер, вежливый персонал, хорошее меню. Цены приемлемые, к 8 часам утра уже был большой выбор блюд. Считаю, что по трассе самое достойное кафе. По трассе Лена обустроены специальные зоны для остановки транзитных транспортных средств и места отдыха водителей. Остановимся, чтобы пополнить запас топлива. Сейчас мы подъезжаем к селу Верхняя Амга, расположенного в 104-м километре от города Томмот. Неподалеку от населенного пункта проходит железная дорога с одноименной станцией Амга. Спускаемся к реке, чтобы отдохнуть и перекусить. Здесь же рядом расположены автомобильный и железнодорожные мосты через реку Амгу. Привлеченная ароматом еды, неподалеку появилась собака, которую мы угостили оставшейся пищей.
Здесь царит гармония и покой. Лишь шелест ветра шепчет сквозь ветви деревьев, да тихое журчание воды в реке Амга нарушает тишину. Время словно замедляет ход, позволяя насладиться чистотой момента и единением с природой. Я забыла рассказать вам о трассе, по которой мы едем. Это трасса А-360 Лена, автомобильная дорога федерального значения, которая связывает Якутию с Амурской областью. Начинается в селе Невар в Амурской области и проходит через населенные пункты Тында, Беркакит, Чульман, Алдан, Томмот и заканчивается в городе Якутске. Сегодня протяженность Лены 1157 километров. Заправляемся снова, впереди Нижний Бестях. Дорога продолжается, бензин на исходе, пора пополнить запасы топлива. Еще немного, и долгожданный пункт назначения появится на горизонте. Ну вот и Нижний Бестях. Поселок находится всего в 15 километрах от столицы региона, города Якутск, благодаря чему имеет важное транспортное значение. Здесь пересекаются две федеральные трассы – трасса А-360 Лена и Колымская дорога Колыма, а также региональная автомобильная магистраль Амга. Таким образом, Нижний Бестях служит важным центром для перемещения пассажиров и грузов. В Нижнем Бестяхе стоит включить в планы посещение кафе «Якутяночка». Здесь представлен широкий ассортимент аппетитных блюд, достойных любого ресторана, сочетающих вкусы русской и традиционной якутской кухни. Просторный уютный зал, внимательное обслуживание персонала и комфортная атмосфера с кондиционерами создают приятные впечатления. Кафе отличается высоким уровнем сервиса, включающим современные удобства, вроде чистых санузлов и удобных умывальников, а также удобным графиком работы. Вкусно и сытно поужинав, держим путь на паромную переправу. Спускаемся к реке Лена. Паромы отправляются от берега по мере заполнения. Нам повезло, осенью пассажиропоток снизился, и очередей практически нет. Летом же ситуация совсем другая. Приходится ждать своей очереди, порой несколько часов. Город Якутск раскинулся на левом берегу великой реки Лены, тогда как транспортные артерии, автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к основным регионам страны, пролегают на правом берегу. Пока паром идет, нужно сходить в кассу и купить билет. А вот прибыли и другие пассажиры. Паромную переправу через реку осуществляют несколько перевозчиков. Вот идет встречный паром. На реке уже очень холодно, а чайки до сих пор не улетели, перелетают с одного парома на другой, ждут, может, кто-нибудь подкормит. На пароме плыли около часа. Завершив долгий путь длиной в 2 дня, мы прибыли в Якутск прямо в разгар вечернего часа пик.
Наконец-то мы дома, и какой великолепный вечерний пейзаж виден из окна. Это главное озеро долины Туймаада, прекрасное Сайсары. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Озвучка выполнена искусственным интеллектом.